Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Жанна Бахмутова, мне 32 года. 16 лет из этих 32 я занимаюсь обучением подростков лидерству и социально полезным навыкам. И однозначно темой моего монолога будет моя работа, моя ежедневная деятельность и понятие лидерства. Но лидерство непростого, да, как говорится, лидерство золотого, а именно лидерство, с которым мы с вами сталкиваемся ежедневно. Это наше бытовое, это наше лидерство на каждый день. Лидерство дома, лидерство на работе, лидерство с друзьями, лидерство в своей социальной группе. То лидерство, которое ежедневно каждый из нас примеряет на себя, просыпаясь утром и занимаясь коммуникациями с окружающими, в какой бы то ни было форме. Так вот, именно это лидерство претерпевает на данный момент колоссальные изменения. Оно становится иным. Каким? Та модель, которая существовала до недавних пор и была обоснована историческими, экономическими и прочими моментами, модель достигаторская, когда ты должен достичь результата, несмотря ни на что. Ты и твоя команда должны полностью бросить все свои силы для того, чтобы результат был достигнут. Я последняя буква в алфавите, и, соответственно, на выходе, когда результат достигнут, как правило, у этого лидера нет никакого внутреннего ресурса. Вы, наверное, помните, да, как это бывало с нами, с каждым из нас. Когда ты бросаешь все силы на очередной рабочий проект, когда ты бросаешь все силы на свою учебу, будучи школьником или студентом, и в итоге у тебя, как минимум, болит живот, как максимум у тебя немножко подтряхивают руки, и в целом ты чувствуешь себя не совсем здоровым. А самое главное, что когда ты доходишь до этого результата, то вкус этого результата совсем другой. Ты понимаешь, да, я вложил много сил, я потратил много энергии, много времени. Люди, которые работали вместе со мной, тоже отдали себя на 100%. Но сил праздновать, как правило, уже нет. Вот из этой модели, из модели достигаторской, когда ты должен и ты обязан, лидерство трансформируется. И это абсолютно объяснимо с точки зрения процессов, которые происходят сейчас в мировом сообществе и в каждом из нас. Лидерство становится экологичным. Нет, это не про Greenpeace и не про защиту лесов, хотя это тоже относится к понятию экологичности. Мы однозначно с вами понимаем происхождение, да, этого термина. Но лидерство экологичное – это лидерство, основанное на мягком понимании того, кто ты есть, куда ты движешься и каким образом ты это делаешь. Лидерство, которое может показаться эгоцентричным, но нет, оно не эгоцентричное. Оно связано с тем, чтобы ты рассчитывал свои силы, чтобы ты действительно был воодушевлен и вдохновлен искренне, а не только потому, что так книжки о мотивации говорят. Вот это экологичное лидерство, это наше с вами будущее. И мне кажется, понаблюдав за подростками, вы это увидите.